И там же, в Ровеньках, на неделе к работе приступил медицинский десант из республики. 13 врачей будут вести прием больных как на территории города, так и прилегающих поселков. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев вернулся на днях из Донбасса. А сегодня рассказал в нашей программе о своих впечатлениях. Игорь Владимирович, наш десант медиков работает сейчас в Ровеньках, откуда вы и вернулись на днях. Как вы оцениваете уровень медицины, в том числе и оснащение их? Уровень медицины в целом в Луганской Народной Республике и в городе Ровеньки достаточно хороший. Потому что удалось за то небольшое время, которое я там был с коллегами, мне посетить и поликлинику, и больницу Ровеньковскую, и съездить в Луганскую. Мы посмотрели крупное учреждение города Луганска, самое главное, их самую большую республиканскую больницу, где в настоящее время развернута больница, в том числе для лечения военнослужащих. Уровень хороший, но специалистов не хватает. И часть оборудования также не хватает. Мы с собой перевезли, в частности, маммограф. Это предварительно с коллегами согласовали, потому что маммографа для осмотра женщин там нету. И в ходе поездки, в частности, выявилось, что срочно нужен передвижной рентгеновский аппарат для оказания помощи прямо в палатах, в том числе военнослужащим. И мы уже второй партией, буквально на днях, завтра-послезавтра, мы направим машину со всем необходимым. Это рентгеновский аппарат, это металлофиксатор для лечения пациентов травматологического профиля, аппарат Елизарова, там, наверное, многим известна эта формулировка. И отправим аудиометр, чтобы врачу-отоларингологу уже более профессионально на месте проводить обследование, потому что там этой аппаратуры нету. А как вообще сам уровень специалистов? Ведь многие из них заранее переквалифицировались под нужды фронта. Специалисты хорошие, профессиональные. И надо отметить, что много специалистов уже такого старшего возраста по разным причинам, опять-таки по разным причинам, уехали кто в Российскую Федерацию, кто на Украину. Осталась молодежь. И молодежь за то небольшое время она освоила те методы, практики, которых раньше и не знала, жизнь заставила. И сейчас я пообщался с ребятами, это травматологи, это хирурги, другие специалисты, у которых глаза горят. Хотя они работают буквально по 24 часа в сутки. В частности, в самой большой Луганской больнице развернуто одномоментно 23 операционных. И вот как конвейер ребята работают, руки не опускают, глаза горят, молодцы. В Ровеньках также заведующие травматологическим отделением, хирургическим, просто огромные молодцы, огромные специалисты, проводят сложнейшие операции даже в тех условиях. Поэтому наши специалисты будут только в помощь. И эта помощь уже наступила. Вот, к сожалению, в день нашего уезда произошло ДТП недалеко от Ровеньков, там буквально 15 километров. И машина улетела в кювет, 2 взрослых, 1 ребенок 1,5 года. И у ребенка довольно-таки тяжелая травма, перелом одного из позвонков, это 6-й шейный позвонок, перелом обеих голеней, 1,5 года. И наш анестезиолог уже приступил к совместной операции с местными врачами, чтобы спасти жизнь этому ребенку. Поэтому помощь уже пригодилась. Хорошо, наши врачи сейчас усилили их работу. А далее как мы сможем им помогать? Врачей все равно у них там не хватает. Мы работаем месяц, а дальше? Мы работаем в месяц. Дальше мы договоримся. Я думаю, с согласования и по поручению главы республики мы такую форму работы и продолжим. Ежеквартальные, раз в полугодие или чаще будем направлять наших специалистов, мы это уже обсудим. Но помощь коллегам необходима. Там сейчас строится уже станция скорой помощи. Вот о ней можете поподробнее нам рассказать, пожалуйста? Мы проконтролировали строительство объекта. Там довольно-таки много рабочих. Вот в настоящее время при нас была уже подготовлена полностью площадка. И на следующий день после моего уезда, мне коллеги уже доложили, что это сделали, залили бетоном часть этой площадки, в частности под гараж, где будут стоять автомобили. После посещения и контроля данной площадки главой, с учетом его опыта большого в строительстве, он сказал: коллеги, должен быть 1 гараж под крышей на 4 машины и сделать еще навес, где будет стоять там другой транспорт. Значит, мы вносим изменения в проект, как раз, и коллеги тоже приступили уже к выполнению и этой задачи. То есть идут в сроках, немножечко ускоряются, чтобы успеть по погодным условиям все закончить. Поэтому в целом нам все понравилось. Наши врачи работают там месяц. А кто их заменит тут на их местах?
Мы постарались взять врачей из города Сыктывкара, где кадрового дефицита нету по этим специальностям. Поэтому обязательно поехали те специалисты, где есть дублирующие специалисты. И мы взяли специалистов из крупных учреждений. Такой республиканская больница, это кардиодиспансер, это часть из 3-й городской поликлиники. То есть здесь дефицита данных специалистов не будет. Не оголили мы свой штат. Не оголили. Игорь Владимирович, спасибо вам за эту работу, и я благодарю вас за интервью.